я совершенно случайно увидел небольшую заметку, которую написал Александр Григорьевич Шкляев. Заметка была посвящена как раз работам, жизни и деятельности Алексея Ивановича Ермолаева. И была там такая горькая строчка, вот вроде январь месяц, все празднуют Новый год, и за праздником как-то незаметно совершенно прошел юбилей Алексея Ивановича Ермолаева. Статья была небольшая у Александра Григорьевича, но она как кулак. Как кулак очень свежо выглядела, концептуально, интересно было прочитать и понятно. Вот. Алексей Иванович Ермолаев, он был человеком очень специфическим. Во-первых, он всегда был критиком. Как критик он вошел в литературу, культуру Русской Республики в 60-е годы. Тогда же буйствовал и Фома Петрович Ермаков. В 70-е годы чуть попозже подключился и Александр Григорьевич, Надежда Петровна тоже свидетельствовала. Ну, кто постарше запомнит этих людей. В общем-то, такая была когорта критиков, мощных очень критиков, знающих критиков. Но тогда были писатели. Писателей было, кстати, совсем немного. Это порядка, наверное, 25-30 человек, членов Союза писателей. И все старались туда проникнуть, в этот самый Союз писателей, чтобы там как-то найти себе место под солнцем. Литературная жизнь бурлила, критики свирепствовали. В общем-то, критики народ горячий был. И, в общем-то, Алексей Афанасьевич, он вообще был даже не человек письма, это был человек слова. Вот. Он говорил очень резко, очень подчас жестко, но в то же время как-то умело и дипломатично. Вот характерная его черта. Был очень деликатным человеком. Но как критик, он не щадил никого. И поэтому постоянно, когда критики встречались, они искрили. Писатели писали, критики критиковали. Была литературная среда, была окололитературная среда. Вот тот самый бульон, который в конечном счете приводил, в общем-то, к таким величинам, как Флор Васильев, как критики те же самые, как Роман Боришин. То есть вот этот самый бульон, который рождал какие-то явления в литературе и в культуре. С другой стороны, мы же все прекрасно понимаем, что тогда была партия, тогда было правительство, а Компартии на последней роль, как вы понимаете, играл. Вот. На этом фоне и доносы были, на моего отца написали донос в 1971 году, Волков, по-моему, да, Глазовский писатель. Причем донос был, сейчас смешно было читать, обвиняли его в том, что, значит, он поклонялся Богу, вот, и то, что он чересчур зазвездил. Это 1971 год. Вот. При всем том, что Флор Васильев никогда ни в какого Бога не верил, и на оратории, кстати, он был полностью таким атеистом. Он не признал никаких богов. То, что там в его стихотворениях есть некое вот это божественное начало, это, конечно, чисто условно, это тропы поэтические вольности, ну и так далее. Вот. И это одна сторона дела. С другой стороны, вы же понимаете, начало 70-х годов возглавлял Союз писателей Красильников, Геннадий Красильников, и у него тяжелейшая была работа, с одной стороны, как-то соединить вместе всех писателей, с одной стороны, а с другой стороны, он уже был депутатом и председателем Верховного Совета. То есть это невероятная работа, просто колоссальный объем работы, не мне объяснять, и депутатам, и писателям здесь присутствующим, и насколько тяжело ему было, и понятно, что он выгорел фактически вот на этой общественной работе. Хоть пусть она и оплачивалась, вот, но тем не менее, по словам Ермолаева, Геннадий Красильников писал, абсолютное большинство вещей было написано в Волнаше, то есть в Ижевском практически не писал. И когда Геннадий Красильников, по болезни, там, по другим вещам уже не смог работать, вот, в 1975 году, по-моему, скончался, в 1974 году Флор Васильев занимает его место в Союзе писателей, становится председателем Союза писателей, и перед ним стала та же самая задача, то есть нужно было объединять писателей, творить вместе с ними, с одной стороны, а с другой стороны, нужно было заново находить общий язык с органами власти. Это в любом случае, вот, потому что без этого никуда. Вот, естественно, сформировался костяк, который был, туда входил и Алексей Иванович Ермолаев, вот, Фома Кузьмич, затем из писателей, это Генрих Перевозчиков, Володя Романов, конечно же,
Вот. Другие тоже писатели. Ставка была на молодежь, и чтобы как-то наладить взаимоотношения с